Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на май месяц для овнов. Посмотрим, что будет происходить в течение месяца по 3 декадам. Посмотрим карту месяца. Так, шестерка мечей у нас выпадает. Это у нас карта для первой декады, для второй и для третьей декады месяца. Итак, основная карта, шестерка мечей. Карта говорит о том, что будут происходить какие-то значимые перемены. Причем это будет какой-то переходный процесс, довольно-таки сложный, скорее всего, потому что когда наступают перемены, это всегда очень тяжело переживается. Во-первых, неизвестно, что будет дальше. Во-вторых, жалко то, что мы оставляем, то, что уже привычно, то, что уже как бы вызывает какие-то положительные эмоции, когда мы гордимся своими результатами, когда мы довольны собой, да, здесь у нас получается, что уже нет такой уверенности в завтрашнем дне, естественно, мы переживаем. Но вообще шестерка мечей, карта, которая говорит о том, что могут открываться какие-то новые возможности. Также эта карта у нас связана очень часто с общением, обучением, заключением каких-то новых договоров, выходом на новую работу. Эта карта все-таки самое большее, о чем говорит, это о выстраивании коммуникаций, новые связи, новые люди, новое общение. И это все очень хорошо для вас. То есть этот месяц, который для вас открывает что-то новое. И даже если эта ситуация у вас вынужденная, то в любом случае вы сможете этим воспользоваться себе на благо. Очень хорошая возможность для того, чтобы оформлять какие-то бумаги. Это очень хорошая возможность, чтобы учиться, поступать на какое-то обучение. Кстати, вот по этой карте очень часто идут поездки, транспорт, какие-то вопросы, связанные с транспортом, и даже часто покупка-продажа транспорта. Какие-то новости могут очень важные приходить. Также карта говорит о том, что важно то, что мы говорим, важно то, что мы пишем, или важно то, что о нас говорят, да, вот эти все вещи выходят на первый план. Теперь первая декада у нас выпадает старший аркан отшельник. Карта говорит о том, что нужно быть полезным. И чем более мы полезны другим людям, тем лучше наша жизнь. Конечно же, мы должны понимать, куда идем, и вот это первые 10 дней мая, они как раз помогут нам определиться, помогут определить, куда нам идти, какую цель выбрать, какое направление избрать новое, где мы можем быть полезны, где мы можем себя проявить. Опять же, вот эта карта у нас связана с интернетом, эта карта связана со средствами связи, телефон, компьютер, в общем, вся техника, которая служит нам для общения, для того, чтобы мы оформляли какие-то бумаги, распечатывали и так далее, и так далее. Ну и также это удаленное тоже общение, когда мы, находясь дома, можем решать все вопросы, да, просто не выходя из дома, мы можем абсолютно все. То есть, если раньше для нас это было невозможно, то теперь это все решаемо. Кроме того, мы можем наконец-то найти то направление, которое нам поможет зарабатывать. Мы можем таким образом настроить какие-то новые связи. Вот очень хорошее сочетание вот здесь первой карты месяца с главной картой месяца. Здесь, конечно же, очень важно будет первое время, первые 10 дней марта хорошенечко подумать, кто я такой, чем я люблю заниматься, что во мне такого есть особенного, чем я могу служить людям, миру, как я могу своими талантами, способностями как-то проявиться, быть нужным и так далее. Как только на эти вопросы будут найдены ответы, сразу открывается возможность. И карта вот эта очень хорошая, она говорит о том, что, вот посмотрите, тут дорога к церкви, да, церковь это у нас что-то лучшее, высшее. То есть получается, как только мы определяемся с тем направлением, которое нам нужно, мы сразу
ну, как бы обретаем цель, обретаем смысл, и нам уже легко, светло и так далее. И также здесь вот в эти 10 дней может быть какая-то поддержка от людей, которые либо сами уже прошли критические ситуации, могут поддержать, либо это может быть просто поддержка чисто материальная, документальная, либо поддержка моральная в общении, то есть все это очень важно. Карта говорит о том, что могут быть какие-то как сказать, ну, как переработанные какие-то процессы. То есть, вот, допустим, у нас есть профессия, да, и мы привыкли, что мы в ней профессионал, спец. А сейчас, допустим, мы не можем этим заниматься, и нам нужно вот ту же самую вроде бы профессию оставить, но нужно как-то немножечко это видоизменить, переучиться, добавить каких-то новых знаний, умений. Также вот, кстати, может быть, нужно научиться как раз удаленно работать с помощью вот этой всей техники связи, да, для того, чтобы не было никаких проблем вот, в зарабатывании денег, в том, чтобы была работа всегда, чтобы мы были защищены, и наши близкие были защищены, да, вот все это нужно осваивать в первые 10 дней этого месяца. Кроме того, эта карта связана часто со здоровьем. Особенно касается людей более такого старшего пожилого возраста. Может быть, их нужно просто беречь, заботиться о них. А может быть, даже будет у кого-то ситуация болезни, да, и нужно будет вот как-то поддержать там лекарства, просто, может быть, там в это время как-то помогать, заботиться в плане даже рядом быть, рядом сидеть, да, вот, то есть вот все такое тоже может быть. Ну и, конечно же, самим нужно беречь здоровье. Кроме того, по этой карте идут различного рода ремонты. Это может быть и ремонт транспорта, это может быть ремонт дома, недвижимости, это может быть вообще любой ремонт абсолютно. И, кроме того, это может быть переоформление документов тоже, ну, как ремонт, да, это вот воспринимается. Также эта карта связана с производственной какой-то организацией, да, вот когда мы, допустим, привыкли так работать, а теперь нам приходится по-другому, и мы вот по-новому учимся организовывать свое пространство. Также карта говорит о том, что придется брать на себя какую-то новую ответственность, доказывать свой профессионализм. Если мы говорим не о работе, если мы говорим просто о каких-то бытовых вещах, то здесь очень важно заняться своим гардеробом, да, как-то, может быть, по-новому себя преподносить, чтобы мы вот выглядели ровно так, вот какую функцию выполняем, да. Ну и также, может быть, придется вызывать каких-то мастеров, там, сантехников, электриков и вот что-то такое вот, или нянь каких-то нанимать, может быть, придется вот в это время. Давайте посмотрим, что будет происходить в отношениях для тех, кто пока еще не в паре. Вот, здесь есть возможность знакомства, какие-то новые открываются связи, новые впечатления вы получаете от знакомств. Причем это люди такие уверенные в себе, у них тоже много знакомых, они очень хорошо общаются и вводят вас в свой круг. То есть для тех, кто еще не в паре, есть возможность очень хорошего знакомства с человеком очень ярким, человеком таким оптимистичным, который заражает весельем своим. В общем, очень хорошая тут перспектива. Для тех, кто в паре, как раз вот двоечка пентаклей говорит о том, что, возможно, придется приспосабливаться. Эта карта хорошая и в плане денежек, то есть будет какой-то источник дохода, может быть, то одного, то у другого, но в любом случае здесь такое вот, ну, довольно-таки удовлетворительное состояние. Вообще карта двойка пентаклей, она очень хорошая. Эта карта все равно результата и, знаете, выхода на новый уровень именно в финансах, либо в каких-то материальных делах, а это сейчас очень важно. Теперь для тех, кто в ссоре. Здесь у нас выпадает рыцарь жезлов. Карта говорит о том, что для тех, кто в ссоре, может быть, нужно мириться как можно скорее. Нельзя откладывать, иначе потом может быть поздно. Либо наоборот, вы можете поспешить, не обдумав, как вам лучше быть дальше, да, или не осознав, допустим, свою ответственность, или не договорившись о чем-то, да, можете помириться,
а потом об этом пожалеть. Или, допустим, за этим примирением может новая ссора идти. То есть карта говорит о том, что не нужно слишком спешить, нужно хорошенечко все обдумать и взвесить, и в то же время сильно надолго не нужно откладывать. То есть, ну, желательно вот в этих 10 днях первых мая и помириться. Теперь посмотрим работу. Для тех, кто в поиске работы. Карта говорит о том, что вы найдете работу. Денежная карта, вы на коне, то есть вы можете реализовать свой потенциал, свой опыт, свой профессионализм. И зарабатывать тоже будете здесь неплохо. Хорошая должность, даже для тех, кто претендует на руководящую какую-то должность, тут все может получиться. Для тех, у кого уже есть работа, королева мечей. Карта говорит о том, что здесь может быть и нарушение договоренности. Допустим, вы думали, что вы крепко сидите, да, на своем месте, а тут, допустим, может быть какое-то распоряжение руководства, начальства, и все меняется. Либо меняются условия вашей работы, либо меняется ваша оплата, либо еще что-то такое, либо даже может быть вплоть до увольнения. Но вот эта карта, она все-таки очень хорошая. Она у нас связана с водой. Да? Вот эта карта у нас Луна в весах. Да? То есть весы – это как раз вот договоренности. Это вот то, что вы обещали своим работодателям и что они обещали вам. А Луна – это как раз неясные моменты, неясная ситуация в жизни, и из-за этого могут нарушаться договора, ну, как форс-мажор. Поэтому, вот, так как эта карта все-таки мечевая, вам нужно сохранять, как сказать, присутствие духа, да, вам нужно иметь заранее варианты различные выхода из подобных ситуаций, то есть вы уже примерно должны знать, что вы можете сделать в таком случае, если вдруг действительно вас могут, допустим, сократить, уволить, да, и вам нужно либо подтачивать как бы свой профессионализм, улучшать знания, добавлять, учиться и так далее, и при этом присматривать, может быть, какую-то работу дополнительную, чтобы для вас не было этой трагедии, если вдруг что-то такое произойдет. Но если вы хороший специалист, если вы быстро реагируете, если вы готовы там работать удаленно, использовать новые технологии в работе, то вы тут как раз очень даже хорошо защищены, и вас будут ценить, и никуда как бы вы не денетесь, да, то есть будете работать, вас оставят. Вы можете даже тогда не беспокоиться по этому поводу. Теперь для тех, у кого свое дело. Шестерка у нас старший аркан, это у нас влюбленные. Карта говорит о том, что, скорее всего, придется выбирать между тем, что было раньше, между тем, что будет. Какой-то очень серьезный выбор и надолго. Но карта говорит о том, что по-другому нельзя. Сейчас уже мы подошли к такой черте, когда вот либо так, либо по-другому. Но, кстати, вот по этой карте очень часто даже и два направления сохраняются. Вообще у нас вот эта карта, она связана с близнецами. А близнецы, они не просто знак, который очень легко подстраивается под ситуацию, он еще и может одновременно в двух направлениях действовать, думать и дружить с разными людьми, находить возможности коммуникации, обучения. То есть у вас вот эта карта очень удачная, дорогие овны, потому что, ну, для тех, у кого свое дело, потому что вы здесь начинаете выруливать. У вас ситуация даже не то, что ухудшается, она улучшается. Какой бы вы выбор здесь ни сделали, оставите вы одно направление, новое какое-то выберете, либо будете действовать сразу в прошлом, ну как бы в старом направлении и в новом, у вас все равно тут будет удача. Потому что вот по этой карте идет очень мощная энергия. Вас прям просто судьба поддерживает, благословляет вот на то, чтобы вы занялись чем-то новым. Финансы в первой части месяца. Десятка пентаклей, замечательная карта, которая говорит о том, что вы получите какой-то результат. То есть у вас есть какая-то работа, вы за нее получаете оплату. Либо какой-то проект у вас есть, вы получаете за него тоже оплату. Ну и также у нас здесь на этой карте показана такая арка. Здесь все-таки будет момент перемен.
То есть то, что было раньше у вас с финансами, оно перестает существовать, и перед вами открывается новая возможность зарабатывать. Это может быть новый источник финансов, и если вы решитесь, если вы им воспользуетесь, то он будет намного стабильнее и лучше, чем то, что было у вас до этого. Теперь вторая декада у нас выпадает Паж Пентаклей. Опять же, денежная карта. Очень хорошо здесь начинать уже практиковать в каком-то новом направлении, да, и либо вы, допустим, учились чему-то, либо просто пробуете себя сейчас в каком-то направлении, либо, может быть, помогаете кому-то, либо вступаете в должность, либо идете на испытательный срок. Карта очень хорошая, чтобы проявить себя. Вот здесь самое главное все доводить до конца. Если чего-то не знаете, спрашивать. В общем, нужно утвердиться на новом месте, и для вас это очень важно. Вообще вот эта карта у нас связана с землей, да, а земля, ну, стихия земля, а земля это что-то прочное, основательное. То есть вы уже начинаете чувствовать себя намного лучше, начинаете чувствовать себя тверже, уверенней, и не так уже переживаете за свои финансы, за свои деньги. Для отношений, для тех, кто в поиске партнера, пятерка жезлов. Карта говорит о том, что, скорее всего, у вас будут такие истории, связанные, знаете, с такой конкуренцией, с ревностью, да. Может быть, допустим, познакомитесь сразу с двумя партнерами, и будете сами выбирать, а они между собой будут как бы за вас сражаться, скажем так. Либо вы можете добиваться чьего-то внимания, допустим, понравился вам человек, и вы будете привлекать его внимание к себе. Но здесь это будет сделать легко, потому что это все-таки жезлы, а жезлы это карта огня, да, когда мы яркие, когда мы привлекаем внимание, и здесь вот это можно сделать очень даже легко. Разрешить вот эту ситуацию. Для тех, кто в паре. Замечательная карта, которая говорит о том, что что-то у вас тут поворачивается в лучшую сторону, вам начинает вести. Эта карта у нас связанная с Юпитером, а Юпитер это, знаете, как символ мужа. Причем мужа, который хорошо зарабатывает, который занимает высокое социальное положение и имеет очень много возможностей. Да? То есть как бы здесь на первый план выходит мужчина, и вот именно мужчинам, овнам в паре, начинает вести. Ну и, конечно же, всем от этого хорошо, да, всех это радует. Кроме того, вот эта карта предупреждает, что нельзя здесь сейчас быть безучастными, то есть если дается шанс, приходит какая-то нужная информация, полезная ситуация, нужные люди, нужно включаться обязательно. Нельзя оставаться в стороне, нельзя поддаваться каким-то страхам, сомнениям и так далее. В общем, эта карта говорит о том, что в вашей паре, в вашей личной жизни все коренным образом меняется. То, что было раньше, в прошлом, оно останется в прошлом, да, а теперь какой-то новый этап в вашей жизни, но он к лучшему, он к удаче. Десятка у нас связана с судьбой, это карта, когда от нас ситуация не очень зависит, да, но мы должны на нее реагировать. Потому что если мы не воспользуемся случаем, опять же, вот то самое хорошее и вкусное мы можем пропустить. А теперь для тех, кто в ссоре. Но здесь девятка чаш. Карта говорит о том, что вы вполне здесь можете помириться, договориться. Эта карта намекает на то, что нужно обязательно довериться чувствам, интуиции, обязательно быть искренними, говорить по душам. Если же ваша ссора была из-за вредных привычек вашего партнера, вот здесь они тут сидят, выпивают, да, то тогда, конечно, здесь сложнее. То есть вы даже если помиритесь, привычка никуда не денется. То есть нужно посмотреть, вообще этот человек вам вот рядом нужен, может быть, вам лучше вообще тогда быть одному, да, чем с человеком, который имеет такую зависимость от спиртного. Но это как частный случай, это совсем даже не обязательно. В общем случае здесь отличная карта примирения, разделенные чувства и так далее, и так далее. Работа, давайте посмотрим. Для тех, кто в поиске работы, карта говорит о том, что могут отменяться какие-то важные договоренности.
Но здесь еще и другой может быть момент. Может быть, вам нужно как-то более, как сказать, индивидуально себя проявлять, чтобы вы были в чем-то не похожи на других людей. Это карта семерки, а значит, у вас будет много конкурентов, и вам нужно выделиться обязательно. Что вы делаете лучше других людей? В чем вот ваша сила? Вот это и показывайте для того, чтобы вот работа была вашей. Для тех, у кого уже есть работа, замечательная карта короля жезлов. Карта говорит о том, что у вас все в порядке будет. Вы будете прочно стоять на ногах, у вас будет и дальнейшее развитие. В общем, все у вас здесь хорошо, может быть, даже какой-то подъем, улучшение. А также, если какие-то сложности будут в работе, нужно обращаться к начальству и с помощью него решать все вопросы. Теперь для тех, у кого свое дело. Это середина мая у нас, да, и вот для тех, у кого свое дело, будет немножко сложно, потому что вот то решение, которое вам предлагалось в начале мая, нужно уже что-то с этим делать, что-то предпринимать, начинать уже нужно действовать, а у вас может быть сложность в том, что одни вам говорят одно, другие другое, третье, а сами вы думаете четвертое, и вам вообще сложно начать действовать, потому что вы боитесь, что примете неверное решение. Карта говорит о том, что доверьтесь себе, доверьтесь разуму, все просчитайте и никого не слушайте, потому что если вы затянете сейчас эту ситуацию, уйдет время благоприятное для начала, и вы просто потеряете возможность, потеряете как бы помощь. Ну, в общем, время, когда уходит, да, когда оно неблагоприятно, тогда мы лишаемся чего-то очень важного. Тем более это тройка. Вы могли бы здесь действительно уже первые результаты начать получать в середине мая. Вот самое главное здесь никого не слушать, доверять только себе и своему собственному чутью, мнению. И все рассчитывать, тогда все будет хорошо. Финансы в середине мая. Ну, с финансами все неплохо. Вообще, эта карта у нас, конечно, не финансовая, но, скорее всего, здесь будут траты на семью, на какие-то торжества, на праздники, на отдых. Но раз траты есть, значит и деньги есть, да, то есть все равно у вас здесь тут приятное такое настроение. Вообще, тройка чаш, она у нас астрологически связана с Меркурием в Раке. Рак – это у нас дом, семья, отношения, а Меркурий – это и документы, это и обучение, это и общение, да, то есть вот на это, на все могут уходить деньги. И в то же время это может быть как указание, что мы работаем на дому, в комфортной обстановке, и нам приходят деньги, допустим, на карту, да, по Меркурию. То есть мы не в руки их получаем, а просто через там, интернет, через сети, через банковскую карту и так далее, и так далее. Теперь посмотрим, что будет у нас, чем будет заканчиваться месяц. Опять же, восьмерка пентаклей, карта денежная. То есть у овнов очень хорошие возможности в мае зарабатывать. Но здесь все-таки нельзя расслабляться. Вот по этой карте мы получаем уже возможности, мы можем зарабатывать, и уже приходят к нам и люди, клиенты, у нас есть работа, нас ценят. Но вот эта карта предполагает, что мы очень серьезно относимся к своим делам и не даем себе никаких поблажек. То есть работать, работать и работать без отдыха. И самое главное, вот именно в конце мая, это работа. То есть даже на отношения мы тут не можем особо время тратить и силы, да, вот как-то нужно сконцентрироваться на зарабатывании денег, на своем профессионализме, и, может быть, даже придется как-то дешевле продавать свои услуги, потому что, ну, время такое, вам сейчас это нужно. А может быть, вы сами сможете что-то приобретать дешевле, и тоже для вас это будет выгодно. Но в любом случае тут как бы работа с утра до ночи, все должно быть четко по плану, по инструкции. Эта карта связана с ответственностью, может быть, придется новую ответственность на себя брать и выполнять. Также это карта результатов, очень хороших результатов. Это время, когда мы создаем себе имя, репутацию. Теперь посмотрим для тех, кто не в паре. Замечательная карта, которая говорит о том, что вы можете действительно встретить человека, который вам очень подходит, очень нравится, и рядом с которым вам всегда будет тепло, радостно и хорошо. Эта карта, тем более старшего аркана, просто сама судьба может к вам его привести.
Для тех, кто в паре, замечательная карта туз чаш. Это обновление чувств, это новая возможность для того, чтобы лучше начать друг друга понимать. Это вообще карта счастья, да, то есть это шанс на счастье. Мы должны им обязательно воспользоваться. То есть тузы, они нам дают толчок, дают стимул, энергию, желание. А уже будем мы это использовать или нет, это другое дело. Но если все-таки использовать вот этот шанс, то на долгое время может быть у овнов вот такое состояние взаимопонимания, любви, поддержки, такого полета. В общем, замечательно. Здесь все в отношениях может быть. Для тех, кто в ссоре в третьей декаде мая, карта силы. Карта говорит о том, что прекрасно вы можете поладить, даже если у вас были какие-то ссоры, да, вы можете договориться, вы сможете найти точки соприкосновения и прекрасно потом ладить. Это карта как раз семьи, да, это карта влюбленности, это карта, когда вы даже задумываетесь о детях. Ну, хорошая здесь. И, кстати, сексуальная карта тоже очень хорошая. В общем, все в порядке у овнов и в третьей декаде тоже. Давайте посмотрим работу. Если кто-то еще не устроился вот в течение мая, в конце мая, есть ли возможность устроиться? Опять же, шанс идет по пентаклям. Просто замечательная возможность. Это вообще карта самая лучшая. Если кто-то не нашел в течение месяца, да, в течение месяца, то в конце вы обязательно найдете эту работу. Но опять же, смотрите, это же только туз. Ваша активность все-таки необходима. Без того, чтобы делать какие-то движения, да, здесь ничего не получится. То есть мало доверять интуиции, мало просто говорить о чем-то, да, тут без действий не обойдешься, нужны какие-то результаты. Для тех, у кого уже работа есть, рыцарь чаш, карта говорит о том, что либо вы будете очень довольны своей работой, вам будет комфортно работать, вы из дома работаете, либо вы вообще тут отдыхаете, не работаете, да, и просто наслаждаетесь жизнью. Для тех, у кого свое дело. Так, здесь у нас карта повешенной. Карта говорит о том, что либо ситуация вот как была, так и остается, либо у вас просто нет возможности сейчас продвигаться. То есть приходится либо готовиться к какому-то новому этапу, новому проекту, либо вы просто не имеете возможности сейчас как бы начинать, продолжать, да, потому что есть внешние ограничения, которые зависят от судьбы, от государства, от других людей. Это работа в изоляции, это работа удаленная просто, да. То есть, может быть, даже для кого-то и май еще будет вот таким временем, когда у нас самоизоляция продолжается. Кроме того, эта карта еще связана с различного рода зависимостями. Тут будьте осторожны. Если, допустим, вы поддаетесь каким-то эмоциям, настроению и так далее, и начинаете злоупотреблять чем-то, вы можете совершенно забыть о своей работе, о своем деле, и как бы вас жизнь выбросит тогда из вот этого цикла, да, и потом очень трудно будет туда вернуться. То есть в третьей половине мая вот нужно сказать нет всем вредным привычкам, всем зависимостям. Кроме того, здесь карта говорит еще и об обмане. Нужно быть осторожным, если вы заключаете какие-то сделки, если вы с кем-то сотрудничаете. В общем, здесь может быть обман, причем вы его можете не сразу понять. Либо вам обещают то, чего нет совершенно, либо просто вот информация искаженная, вы получаете не совсем то, на что рассчитывали. Ну и также карта говорит о том, что нужно обязательно проработать какие-то свои страхи. Нельзя их оставлять. Вот пока страхи у вас есть, у вас процесс не движется, все тормозится. Как только страхи уходят, вам легче становится продвигаться вперед. И вообще вот эта карта связана у нас за границей, связана в общем, теми людьми, которые далеко, то есть либо клиенты у вас за границей, либо партнеры, либо вот еще какие-то у вас тут связи могут быть, либо вы просто работаете через интернет, и для вас расстояние вообще не важно. В таком случае здесь очень даже
хорошие возможности. Тем более, что это работа ночью может быть. То есть, может быть, допустим, у вас столько много работы, да, что вы работаете даже ночью. То есть, ну, это тогда самый лучший вариант, да, когда очень много дел. Но плохо то, что вам здесь никто не может помогать. Вы вот сами, вы один в своем деле. По крайней мере, пока что вот ограничения в этом. Теперь посмотрим совет на май. А вот опять же у нас выпадает карта старшего аркана Дьявол. Эта карта замечательная для того, чтобы заниматься карьерой, зарабатывать деньги, повышать свой статус, обратить на себя внимание. Карта говорит о том, что вас должно быть обязательно видно. Вы должны принимать какие-то важные решения. Если вам предлагают руководящую должность, на это надо соглашаться. Нужно брать на себя ответственность. Если нужно рекламу давать, давайте ее. Какие-то первые роли у вас тут, популярность и также карта профессионализма. Если он у вас на высоте, то хорошо, пользуйтесь этим. Если нет, то нужно, значит, добавлять здесь знаний, умений и так далее. Также, может быть, здесь еще нужно что-то скрывать. Может быть, не всегда можно как бы информацию о вашей работе полностью открытой держать. Может быть, что-то нужно как бы приберечь для себя, не говорить все, да, вот чтобы, допустим, вы чем-то отличались от конкурентов, допустим. Ну, в общем, в принципе, все. Вообще вот эта карта говорит о том, что, ну, это же так совет у нас, а карта говорит о том, что нужно все-таки этот месяц посвятить работе, карьере, положению социальному и деньгам. Это самое важное будет. Друзья, желаю вам прекрасного месяца, желаю, чтобы только самое лучшее для вас сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч.